Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня – министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Кириллин. Гаврил Витальевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с итогов Петербургского международного экономического форума. Расскажите об участии нашей делегации в этом форуме и, в частности, может быть, какие-то основные соглашения, которые были там подписаны, можно озвучить. Да, действительно, Петербургский международный экономический форум является важной площадкой для продвижения интересов и проектов нашей республики. И главным итогом работы на полях форума явилось подписание 8 документов. Республика подписала 8 соглашений. В первую очередь, конечно, это по линии развития межрегионального сотрудничества с регионом Российской Федерации. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Крым, утвержден план мероприятий по реализации соглашения на период 2025 года. Также впервые в истории было подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Это вот что касается по линии межрегионального сотрудничества. Также было подписано соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи в сфере обеспечения благоприятных условий для самореализации, раскрытия талантов молодежи нашей республики. Это тоже очень важное направление. Было подписано соглашение с Государственным университетом морского и речного флота имени Макарова в сфере как раз подготовки кадров и повышения квалификации работников в сфере морского и речного судоходства. Ну и еще в сфере соглашения инвестиционного характера. Это в первую очередь соглашение с Государственной корпорацией развития ВПРФ по созданию дополнительных мест в школах республики, соглашение с акционерной компанией «Алроса» по реализации проекта по строительству газопровода отвода к району Накынского рудного поля и соглашение в рамках реализации проекта по строительству лесоперерабатывающего комплекса на базе ООО «ЛПК «Алмаз». Все эти соглашения носят конкретный характер, и работа по их реализации уже начата. Ну и, конечно, не могу не спросить о днях Якутии в Татарстане, которые прошли практически вслед за форумом. Какие итоги можно подвести? Да, действительно, дни Республики Саха-Якутия и Республики Татарстан прошли в период с 7 по 11 июня этого года. Они прошли с большим успехом, о чем свидетельствует большой интерес со стороны жителей и гостей Республики Татарстан. Было организовано и проведено большое количество мероприятий, в том числе прошел первый межрегиональный форум Якутия-Татарстан, прошла международная конференция по сохранению языков и межнационального согласия, прошли ряд спортивных и культурных мероприятий, в том числе это выставки наших музеев, Краеведческого музея Ярославского и Национально-художественного музея. С большим успехом прошли дни якутского кино в Татарстане, ну и многие другие. Да. Конечно же, главным итогом дней стало подписание соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха-Якутия и Республикой Татарстан и принятие плана действий по реализации соглашения до 2025 года. Состоялись обстоятельные переговоры в расширенном составе с участием глав республик Алексея Сергеевича Николаева и Рустама Нургалиевича Минниханова, по итогам которых стороны достигли договоренность усилить взаимодействие, в частности, в IT-сфере, в сфере туризма, в сфере торговли, в сфере промышленности, и также продолжить образовательные и культурные обмены. Ну и, конечно, по итогам отраслевых мероприятий также было подписан ряд соглашений. Прежде всего, я бы хотел отметить это соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами наших республик, соглашение о сотрудничестве между домами дружбы народов республик, отраслевые соглашения по линии органов власти, отвечающих за развитие инноваций, цифрового развития и связи, ну и также по линии культуры также был принят план действий по сотрудничеству в сфере культуры и искусства. Ну, давайте еще немножечко о планах на этот год. Все-таки впереди еще половина года. Участие в каких международных мероприятиях запланировано? Ну, и в том, естественно, с участием нашей республики. Да, и действительно, до конца этого года запланирован ряд международных мероприятий, в том числе и на территории нашей республики. Конечно, все мероприятия будут проводиться с учетом всех ограничений, которые диктует нам пандемия коронавирусной инфекции. Да. В частности, у нас 24-26 июня
уже в конце этого месяца запланировано проведение 8-го конгресса местных властей Евразии. Это мероприятие будет проводиться у нас в Якутии впервые. Планируется участие региональных и местных лидеров из стран Евразии. В этом году 8-й конгресс местных властей Евразии будет проходить под девизом «Здоровый диалог ради устойчивого развития». В августе в рамках председательства Республики Саха-Якутия в Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии планируется проведение Генеральной ассамблеи РАСВА. Мы говорим в городе Якутске, но он ввиду ограничений будет проводиться в режиме онлайн, где мы подведем итоги почти 3-летнего председательства республики в этой авторитетной организации. 27-30 сентября состоится 3-й Всемирный форум по устойчивому развитию. Тема форума обозначена как изменение климата и их влияние на таяние вечной мерзлоты. Мероприятие будет проводиться в гибридном формате. Стоит отметить, что это мероприятие у нас вошло в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете на период до 2023 года. Ну и, конечно, также республика до конца года примет участие в таких крупных конгрессно-выставочных мероприятиях федерального уровня с международным участием. Это Восточный Гринвич форум в Владивостоке в сентябре и Дни регионов Дальнего Востока в Москве, которые традиционно проходят в декабре. В следующем году нас ждет очень большой праздник, большое событие. Это празднование столетия образования Якутской АССР. Расскажите, как идет подготовка к этому мероприятию? К этому эпохальному событию, которое действительно станет крупнейшим общественно-политическим событием за последние 100 лет нашей республики, которое носит общенациональный характер, конечно, готовимся мы давно. Работа ведется в рамках концепции празднования столетия Якутской АССР, которая была утверждена главой республики. Мы ведем работу в соответствии с 5 целевыми задачами. Это такие целевые задачи, как создание 10 тысяч рабочих мест в нефтегазовом секторе экономики, обеспечение темпов развития, темпов роста экономики Республики Саха-Якутия выше среднемировых, создание строительство 100 социально значимых объектов, обучение 100 талантов Якутии в ведущих образовательных учреждениях мира и в рамках целевой задачи обеспечения проведения 100 общественно значимых социальных инициатив. Работа в рамках этих задач ведется планово. Вы также знаете, что у нас принят и план мероприятий на федеральном уровне, принят план мероприятий на республиканском уровне. Работа ведется в соответствии с графиком работ. Тут стоит отметить, что большой пласт работы у нас ведется по линии реставрации объектов культурного наследия и ремонта учреждений культуры. Да? И мы эту работу будем продолжать. Работа началась у нас в прошлом году, в этом году пройдет ряд мероприятий. И, конечно, основные мероприятия будут проведены в 2022 году. Ну вот вернемся к Дням Якутии в Татарстане. Насколько я знаю, было принято решение и договоренность, что в следующем году пройдет аналогичное мероприятие, но уже Дни Татарстана у нас в республике. Есть ли уже какие-то подробности, что там будет? Да, действительно, достигнута договоренность, что Дни Татарстана в Якутии пройдут в следующем году в июне месяце. Соответствующие поручения уже главам республик даны в адрес профильных министерств и ведомств. Мы уже подготовительную работу начали, ведутся уже консультации. Конечно же, Дни Татарстана в Якутии станут подарком как раз к 100-летнему юбилею нашей республики. Ну и в завершении беседы расскажите, пожалуйста, о Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Республика Саха-Якутия является активным участником Харбинской ярмарки еще с 2000 года. Мы ежегодно принимаем участие в ней, но, к сожалению, современные условия и пандемия диктуют свои условия. В прошлом году и в этом году она будет проводиться преимущество в онлайн-формате, без иностранного участия. В этом году Республика Саха-Якутия также будет представлена на Харбинской ярмарке в виде VR-выставки. Будет организован виртуальный стенд нашей республики, и Республика Саха-Якутия получила статус почетного гостя как раз нынешней 31-й Харбинской ярмарки. В этом году у нас представлено 9 предприятий, которые представят свою продукцию и услуги
которые предназначены на экспорт. Ну и, конечно, будет организована отдельно презентация туристического потенциала нашей республики на полях Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Гаврил Витальевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.